Сегодня на площади Орджоникидзе начался конкурс ледовых скульптур. Я вот сейчас пришла и буду снимать видео. Найду участников и поговорю, кто что делает. Елку поставили красивую. Но людей очень много. Как пришла эта идея? Почему именно ее решили сделать? Тема была зимняя, лесные сказки, поэтому Решили выбрать самый узнаваемый образ. самого Который раз принимаете участие в конкурсе? что Давидас? В прошлый раз что делали? В прошлый раз тема была тоже типа того, лесные. Мы делали шелкунчик. Но вот здесь ставят елку, лед тоже, ледяные глыбы. Что буду делать? На улице еще тепло. Сегодня сколько? 18-19 градусов. Это очень удивительно для конца ноября. Минус 17 на улице. Фонтан. У меня уже руки замерзли камер держать, а люди тут работают, по-моему, с утра. Потому что мне подруга писала, что она приезжала в 8 утра, в 9 утра, а люди уже были. Что за композицию вы делаете? Как она называется и кто вдохновил? Композиция называется «Зерна жизни». Ну вот, во время войны все голодали, в том числе дети. И они находили зерна в норах сусликов и мышей. Мальчик зерна держит, а девушка радуется. Сегодня третий день конкурса, и оказывается, здесь совершенно другой конкурс происходит, чем на площади Орджоникидзе. И вообще в эти дни проходят аж на 3 конкурса, еще и снежные скульптуры. Не ледовые, а снежные. И мастера работают с 9 утра до 7 вечера. Так, ну и вот заготовки снега для третьего конкурса. Сегодня на улице минус 16, но руки все равно мерзнут.
Сегодня я опять на площади Орджоникидзе. Смотрите, с кем. Скажи привет. Всем привет. Наконец-то появился Никифор Кимович у нас в кадре. Сегодня... Слышно, видно? Ну, надеюсь, что слышно, видно, что титров еще. Сегодня 5-й день конкурса, а здесь на площади Орджоникидзе мы пришли сюда, потому что Никифор Кимович сейчас нам расскажет кое-что про фигуры. Так, ну вот это Харчана, которая снимала в первый день. Законченная работа. Лица все равно не видно. Сегодня где-то минус 30, наверное. Руки мерзнут. Вся эта красота будет стоять до весны. Вот ленские столбы, которые я снимала в позапрошлом видео. Ну, тут трон, смотри, сделали. Трон сделали еще. Я на нем сфотографировать. Так, обычно 1 декабря у нас начинается открытие фестиваля «Зима начинается в Якутии». В этом году она пройдет в режиме онлайн. То есть мероприятие можно будет посмотреть в интернете. Ищите ссылки в новостях. А что во время этого фестиваля происходит? Самое главное событие какое? Раньше приезжал Дед Мороз, зажигалась елочка. Вот это вот наша. Да, и проводились разные другие мероприятия. Там фестивали, там строганина. Кулинарные еще там конкурсы еды, что кулинарные такое фестиваль конкурсы. еды. Потом Почта России, там это гашение, открытки Дедушке Морозу делала. Ну и прочее, там всякое разное было. Вот эти вот кубы, которые приносили в начале видео, вот для чего это сделано, оказывается. Наш Дед Мороз и Снегурочка. Как их по-якутски называют? Чисканы, Харчана. Вот запомните. Вот здесь не особо хорошо видно, но вот смотрите, белочка держит орешек. Внизу вторая белочка. Я говорю Никифору Кимовичу, что это вот и есть. Та самая открытка зарубинская. Но он мне не верит. И вот мы нашли нашу фигурку. Да, это медвежонок с елочкой, зайчик и ежик. Это точно воспроизведение открытки известной новогодней художника Владимира Ивановича Зарубина, который является основоположником именно вот такой миниатюры рисунков. После военное время, ну, в 60-е 50-е годы, он стал рисовать вот в такой манере всякие там зверушки какие-то, сказочные персонажи, и его не понимали, потому что тогда рисовали только бравых пионеров, храбрых комсомольцев, ну и рабочих. А он ввел вот такие персонажи сказочных детских. Вот и с его легкой, да, по-моему, образы. Да, с его подачи это вот как бы укоренилось и стало вот тиражироваться. Всего выпущено около 1,5 миллиардов открыток конвертов. С его рисунками. С его рисунками. Это то, ради чего мы сегодня пришли. Да, кроме этого он еще рисовал мультики, иллюстрировал детские книжки, то есть многие известны с его творчеством. Да, я думаю, все узнали эту скульптуру. Да, там... Я фотографию поставила, все знают. А нет такого человека, который не знает. Мультики. Вот хочу поздравить всех подписчиков и остальных, кто еще не подписался. Подписывайтесь. Да, с наступившей зимой, с наступающим Новым годом, с окончанием 2020 года, наступлением 2021 года. Желаю счастья и много радости. Ура! Ну, я так полагаю, что в следующем году уже Никифор Кимович снова появится на канале, да? В этом году вряд ли? Нет, вряд ли. В следующем году? Да. Но в следующем году мы вернемся с хорошими темами. Так что те, кто писал, где Никифор Кимович, вот он появится в следующем году. А кто писал? Писали в комментариях, верните. Вот, вернулся на минутку. Все, пока. Пока.